положении так и не работает. Я знаю. Нельзя же успеть везде и сразу. Дай мне минутку. Я перезвоню. Как думаешь, он на меня злится? Стресс иногда маскируется под гнев. Ты пока ищи, кому еще помочь. Теперь как будто ты злишься. Я просто сосредоточен на деле. Мама всегда так и говорит, когда злится. Слушай, мы давно знакомы. Ты хоть раз видел меня сердитым? Дай подумать. Вопрос риторический. Видел? Помнишь, мы пошли к тебе играть в настолку, и ты все время продувал? Я тогда злился не на тебя, а на Вселенную. Попался Человек-паук! Давай, выпутывайся! Попался! Давай, режь паутину! Мы победим! Зря ты с нами связался! Ломите ему от души! Огонь! С дороги! Ты не остановишь нас, паук! Паутина слишком крепкая! Компилирую новое приложение. Я решил, раз такое дело, заодно доведем его до ума. Нам не нужны примочки, лишь бы видеть заявки граждан. А я о чем? Пока ставится патч, надо бы расширить сеть. Как там дела у Майлза? Она там. Ей было трудно дышать. Майлз не занят? Что нужно? Заберись на крышу соседнего здания. Нет, давай, попробуем, мы выберемся. Давай, давай. Эй! У тебя голос странный был. Все нормально? Да, просто тут надо много думать. А я голодный. А в торговом аппарате остались только те пресные крекеры. Блин! Отстой! Переживу. Короче, я наконец взялся реализовать ту идею с апгрейдом. И поможет мне в этом друг, да не один. Это классная шутка, которая тебе пока непонятна. Но скоро поймешь. Все двери заперты, там не войти.
Так, я на месте. Там где-то должна быть пусковая установка. Что-то я не вижу ничего похожего. Может, песком занесло? Все, я нашел установку. Теперь что? Теперь напечатай друга. А, понятно. ДРУГ. Дай угадаю. Для реагирования в условиях глушения? Почти, но важно другое. Тут используются пространственно и темпорально коррелированные сигналы. Распределительные вычисления? Ганки, ты гений! О, скажешь тоже. Я отметил траекторию для стабильной работы сети. Держись ее, и сигнал будет сильнее. Итак, местная сеть подключилась. Пришло сообщение. Вижу. Я в пути. Я еще не все сделал. Парни видели паука у стрелкового клуба. Валим, пока не явился. Привет. Вам помочь? Ключи потеряли. Рядом есть мастер по замкам. Столько бандитов на одну машину. Не перебор ли? Мы победим! Вместо того, чтобы воровать, вы бы, не знаю, людей помогли спасать, что ли? Вот и нашел! Мы справимся! Ключи потеряли. Рядом есть мастер по замкам. Столько бандитов на одну машину. Не перебор ли? Он наш! Вместо того, чтобы воровать, вы бы, не знаю, людей помогли спасать, что ли? Пора подраться! В воздухе! Сбивайте его! Ты что делаешь? Михо, ты в порядке? Да, мам. А ты? Да. Я сейчас помогаю Глории Фрейду. Ты виделся с мистером Смитом? Нет. Мы это обсуждали. Человек-паук не поможет тебе поступить в колледж. Нет. Поговорю. Обещаю. Мне пора. Хватит! Бросайте в бой артиллерию! Артиллерию?
далеко гляжу. Поехали! Чего? Ну все, паук, держись! С пауком будет покончено! Подойдем, он пожалеет. Здоровый. Я бы мог сидеть на уроке физики, запоминая абстрактные уравнения для гипотетических ситуаций. Теперь не уйдешь! Такая физика мне нравится больше. Стреляйте в паука! Это плохой совет. Сейчас ты сдохнешь, паук! Не уйдешь! Эй! Он там! Он там! Мы тебя все равно завалим! Ты пожалеешь, что встал с кровати! Придется... Может, вам профессию сменить? Я знаю хорошего консультанта по профориентации. Взять паука! Ты не остановишь! Все, приложение обновилось. Попробуй. Здорово. Пришел новый запрос. Ганки, ты молодец. Приложение стало еще лучше. Спасибо. Майлз, ответим на эти вызовы и обратно в школу. Мы ведем прямой репортаж с места разрушительной атаки песочного человека. Службы экстренного реагирования уже начали оказывать помощь пострадавшим. И сейчас проводится эвакуация людей из поврежденных зданий. Я не могу... Но в одном хочу...
Кристалл? Я разберусь. Это еще что? Мы же тебе наваляли! Ты еще тут, Марко? Майлз, это МД. Как у тебя дела? Кажется, я опять дерусь с Марко. Он что, уже сбежал? Нет, я на плоту. Он прямо передо мной. Но у меня есть догадка. Погоди, я поговорю с врачами. Так, вы меня разозлили. Я пообщалась с врачами. Там есть что-нибудь наподобие кристалла? Да? Ага. Врачи говорят, что разум Марко буквально раскололся на части. Жуть! И почему эти песочные чуваки бьют меня? Вероятно, это частицы его подсознания. Они защищают то, что скрыто в кристалле. Но, по идее, если найти все осколки, ты сможешь собрать его воедино. Тяжело быть человеком из песка. Ну, Марко, за что так боролось твое подсознание? Вот ты рядом со мной, а вот тебя уже нет. Говорящий кристалл? Ладно. Похоже, он хранит частичку его памяти. МД сказала, по городу разбросаны другие кристаллы. Буду иметь в виду. Эй, возьмешь последний запрос? Там пассажир застрял в лимузине. Понял.
Ганки, мистер Сумида еще там? Да, он сейчас в Хейли. Она тянет время как может. Класс! Надеюсь, он объяснит мне, как писать эссе. И все с ним возишься? Слушай, раз меня уже взяли в УЭС, я мог бы помочь. Не, ты и так много для меня делаешь. И если ты поможешь мне поступить, то потом вечно будешь мне это припоминать. Да, это правда. Я еще не все сделал. Сегодня качаем руки или ноги? Эй, не подходите к лимузину! А! Это паук, бей его! Приготовились! Они как папарацци, только еще и с пушками! Какие же вы мерзавцы! Ну давай! Лови ему! Да оставьте вы человека в покое! Попался! Он вернулся! Я сваливаю! Так, прицелился! Классика, детка! Они как папарацци, только еще и с пушками! Какие же вы мерзавцы! Ну, дай ему... Да оставьте вы человека в покое! Мало не покажется! Надо глянуть, как там пассажир.
Джей Джона Джеймса. Надо сказать пауку. Так, мистер Джеймсон, доставим вас в больницу. Человек-паук, ты не поверишь, кто был в том лимузине. Не терпится узнать. Сейчас только запечатаю гидрант. Мистер Джеймсон, это паук, вы меня слышите? В ближайшем полицейском участке оборудуют временный лазарет, пока город приходит в себя после этого нападения. Привет, паук! Смотри, кто здесь! Чего? А где? Человек-паук! Джона, светочей моих, вы в порядке? Помогите! Меня похищают! Что? Нет, я вам помогаю! Сфотографируйте их! Преступники в масках похищают журналиста! Вы все такой же. Ну, хоть врачам не грубите. Вы это видите? И это герои? Нет! Они похитители! Меня похитили! Я согласия не давал! Я не... Угрозы! Всюду одни угрозы! Но Джей Джона Джеймсон с этой темы не съедет! Я с этой темы не съеду! А куда я еду? Куда я еду? Мистер Паркер, где вы? Директор Эванс, здрасте. Да, это я, Питер Паркер. Простите, случилось ЧП, я скоро буду, обещаю. Если я не увижу вас через 10 секунд, я... О, нет, связь, плохо, скоро. Не верится, что я это сделал. Где мистер Сумида? Он только ушел. Сказал, что его ждет отпуск. Что? Это же здорово, Хейли! А еще, пока тебя не было, я узнал, что меня взяли в программу Рент. Серьезно? Да. То есть полная стипендия? Ха, у всех большой день. Жаль, я пропустил. Ох, блин. Не могу смотреть. Но и не смотреть не могу. Директор Эванс, Да. Смотрите, кто соизволил явиться. я знаю, что вы могли подумать. Подумать? И мне очень жаль. Тут и думать не о чем. Знаю, я знаю. И Это я просто очень не смешно. хотел, чтобы так вышло, и этого точно не повторится. С меня достаточно. Но послушайте. Нет, не послушаю. Вы должны защищать учеников, а не бросать их. Вы уволены. Майлз, я не представляю, как совмещать подвиги с работой. Но я знаю, ты сам разберешься. Привет.
Сочувствую насчет работы. Если что, ты не худший учитель, который у нас был. Стоит вписать это в резюме? Слушай, в бюллетень Нью-Йорка предлагают присылать свои фотографии. Я сам вчера отправил. Платят немного, но платят. Это газета Робби Робертсона. Мы раньше вместе работали в Бьюгл. Думаю, я знаю, что ему понравится. Спасибо! Не за что. Будет время, я тоже пошлю им еще пару фоток. Робби говорил, не показывайте мне город, покажите мне Нью-Йорк. Это что-то. Ну вот. Теперь отправить и... Пит, как дела, сынок? Робби, привет! Прости за внезапный звонок, но хотел сказать, что выслал тебе фото на одобрение. Какая прелесть. Мы его непременно опубликуем. Мне пора на совещание, но если у тебя будут еще снимки сердца Нью-Йорка, присылай. Рад был тебя слышать. Взаимно, Робби. Спасибо. Он чуть не сбил человека. Надо что-то делать. Человек-паук! Гони! Гони! Но надо быть расторопнее. Вы вроде проехали на красный. Человек-паук, тебе явно нужен ребрендинг. Могу видеть вас, Человек-паук. Я бы помог, но мне нужно спешить в другое место. У меня в костюме полным-полно песка. Надо бы переодеться.
Привет, МJ. Привет, еду к тебе скинуть кое-какие вещи. Задняя дверь открыта? Не знаю. Я сегодня уходил в спешке. Встретимся на месте. Ладно, вы с Майлзом нормально добрались? Да, Вот так первый день. Надеюсь, завтра будет поспокойнее. не сомневаюсь. Ну, до скорого. Что может быть хуже увольнения? Говорить своей девушке, что тебя уволили. Везде пробки. Дороги замело песком. Ты приноровилась на нем гонять. Ну, для города удобно, но не уверена, что это мое. Я уверен. Что такое? Меня уволили. О, нет. Ты был так рад этой работе. Ну да, я уже весь семестр расписал. На следующей неделе мы бы запитали вертолет от картошки. Сочувствую. Я, может, тоже скоро стану безработной. Джона проводит зачистку? Вроде того. Он вводит радикальную меритократию. Что это хоть значит? Значит, что тот, кто в ближайшую неделю не напишет передовицу, уволен. Ну и? Все в порядке, ты же их лучший репортер. Что там? Непроданные экземпляры. Уже некуда их складывать. Хорошие же отзывы. А продано 14 книг. Никто не хочет читать про Симкарию. Бьюгл — крупнейшее издание в городе. Там я могу что-то сделать. Но что мне делать, если меня уволят? Ты и без Бьюгла можешь отлично справиться. Я пробовала действовать сама, и 14 книг. Мне нужен рупор, чтобы изменить мир. Я не успел прибраться. В дальнюю комнату? Да. Я немного наведу порядок. Мэй заложила дом, чтобы пир был на плаву, и теперь я тону. Боже, я так хотел в нее поиграть. Надо просто найти время.
хватил. Какие еще идеи? Не знаю. Если честно, я бы хотел взять перерыв, но не могу себе это позволить. Ну, а может, дом продать? Я не могу. То есть я мог бы, но не могу. Если нужно время, могу один платеж покрыть. Нет, нет, даже не думай. И потом, Джона может вас всех выгнать. Я не дам ему меня уволить. Я знаю, как тебе дорог этот дом. Выкрутимся. Я тебя не заслужил. Слушай, так ты не надумала переехать ко мне? Мы это обсуждали. Мне надо быть в городе, ближе к месту событий. Но сколько романтических ужинов у нас могло бы быть? Давно ли ты последний раз ужинал дома? И то верно. А это что? Это все вещи Мэй? Да, надо бы это отдать, но пока не могу. На что ты смотришь? Твои старые фотки симпатичные. О, давно я их не видел. Ха, кажется, это было в моей спальне. Зачем она вообще это сняла? Баланс? Что это значит? Интересно, она еще там? Надо сходить глянуть. Если что найдешь, скажи. А я пока переберу фотки, которые ты мне никогда не показывал. О, какая прелесть. Здесь не помешали бы свечи. В ваннах же ставят свечи, да? Где же эта дыра? Человек-паук, он угроза или опасность? Ждем ваших звонков. Угроза. Определенно серьезная угроза. Я вам открою глаза на позволение супергероя. Никакой он не супер и не герой. Кто же тогда получается? Аферист? Выпендрежник? Чепуха какая-то. Что это было? Ты о чем? Питер. Мне показалось, там была крыса в стене. Пит, что случилось? Ничего. Я просто...
твои годы я была главой клуба дебатов, футбольным капитаном и второй скрипкой в оркестре. Каждый год я жаждала чего-то нового. Но когда я решила записаться в отличники, расклеилась. Я хотела успеть везде, но не успевала нигде. И я сдала назад. Баланс — это путь, не конечная цель. Я до сих пор в пути. Давай. Ну, давай. Может, Мэй была права. Я слишком много на себя беру. Нужно поберечь силы. Как там МД? Дядя Бен, хорошо смотришься? О, Мэй, вот это очки! Пришла наводка. Завтра с плота в Рейвенкрофт перевезут 2 заключенных. Сказали кого? Нет, но я это выясню. МД! Полегче. Врачи сказали, меня пока нельзя тискать. Извини. Гарри! Я скучал. Я тоже. Мне сказали про Мэй. Я соболезную. И как там Европа? Извините. Меня лечили в изоляции здесь, в городе. Не хотел, чтобы вы волновались. Ты болеешь тем же, чем мама? Болел. Прежде. Вроде у меня ремиссия. Гарри, это... Просто не верится, выглядишь здорово. И чувствую себя так же. Жаль, пора на работу. Ужинаем завтра. Кони-Айленд? Все как раньше? Решено. Вот это внезапно. Она научилась на них ездить, пока мы были в Синкаре. Извини, что я заявился без спросу. Нет, ну что ты, зайдешь в гости? Вообще-то, я хотел предложить тебе со мной прокатиться. Ладно. Не верится, что скромный летун еще на ходу. Я подумал, можно тряхнуть стариной. Это мой старый велик? Не, я в интернете нашел. Но похоже, скажи. О, да. Даже наклейки все те же самые. Это точно не мой велик? Готов? Ага. Куда едем? Увидишь. Давай, догоняй! Ты точно этого хочешь? О да, я в порядке. Трость для подстраховки. На самом деле, она мне не нужна. У тебя энергии даже больше, чем у меня. Ну, давай, рассказывай. Чем ты занимаешься? Да так, учитель на замену, но скоро уволят.
еще занимаюсь с одним старшеклассником. Он особенный. Везет парню. Я бы не сдал без тебя высшую математику. О, я читал про твоего бывшего босса, доктор Октавиус. С ума сойти, конечно. Да, не то слово. Жаль, тебя не было рядом. Гарри, почему ты не сказал мне, что болен? Я бы тотчас примчался. Тебе бы не понравилось это зрелище. Лечение было чудовищным. Я 3 года плавал в баке с исцеляющим раствором. Были такие кошмары. В баке? Ого. Да, эксперимент. Ничего себе. Мне очень жаль, Гарри. Стой! Мы же у Мидтаунской школы. Нам правда туда? Не подтверждаю, но и не отрицаю. Выглядит точно так же, как и 10 лет назад. Спасибо. Пойдем. Зачем мы приехали? Мы же ненавидели школу. Помнишь, Флэш с дружками подловили меня и разбили мой ноут? Там была презентация. Для конкурса юных предпринимателей. Мы над ней столько пыхтели. И срок был следующее утро. У меня сохранилась копия. Но она была в шкафчике. Мы позвонили в школу, умоляли нас впустить. Но нам отказали. Уже поздний час. Мы были в отчаянии, ходили вокруг всего здания, дергали все двери. Пока не пришли к этой. Стоп, что ты? Я помню, ее пришлось поддеть. Идем? Никого нет. Вперед! А флешка точно в твоем шкафчике? Вроде да. Что? Ты говорил, что уверен? Да уверен. Уверен. Зачем ты спрашиваешь? Не знаю, я нервничаю. Следующим бьет перспективный новичок. 12-й номер. Постой. Эрик Моночелли. Это Рик, 3-я база. Что он тут делает так поздно? Следит за игрой. Больше всего очков. Покажи, на что ты способен, сынок, и тебя вечно будут носить на руках. Побежали, проскочим. Нет, стой, увидит. Сделав дабл. У этого парня настоящий талант. Мы с вами еще не раз это услышим. Фанаты ждут Прицелься в что-то своей громкое. команды успехов в этом решающем Ведро? матче. А Не, игроки будет грязь. готовы оправдать их ожидания. Оу, ха-ха! Они отлично сыграли от обороны, и теперь мы возвращаемся на базу с 2 аутами и последним оставшимся игроком. Флэш, сейчас тебе достанется. Да. Нет, нам нужен шум, а не порча имущества. Команда однозначно повысила свой процент попаданий. Но каков он в сравнении с другими клубами? Вопрос на $1 000 000. Отлично. Идем. Это же преступление. Я теперь преступник? Слушай, забыл сказать, я показал нашу презентацию маме. Она сказала, все супер. Единственное, что ей не понравилось – название. Она предлагает «Исцелим мир». Боже, это же идеально. Скажи, поднимемся по лестнице, там сразу твой шкафчик, да? Прячься! Он нас видел? Вроде бы нет. Разделимся. Встретимся в зале. Эй, стойте! Мы попали, караул! О, нет, кончилось. А ну выходи, гаденыш! Кто-то решил меня разыграть, а? Мне срочно надо перезарядить эжекторы. Стоп. В водолаборатории остался запас жидкости. Никак не привыкну. Надо еще поработать над расходом жидкости.
точно где-то тут. Из библиотеки в лабораторию, из нее в зал, из него к шкафчику и все. Путь свободен. Вперед! Что это? Черт! Эй! И почему я не сохранил проект в облако? Это точно, пацан. Нет никакого мидтаунского призрака. Вентиляция. Лучший друг пауков. Так, где я оставил паутинную жидкость? Признаю, и у меня есть свои кумиры. Я же помню, я положил их куда-то сюда. Ага, нашел. Черт. Проходи, проходи. Так. Теперь надо только смешать. Привет, дружок. Надо придумать, как увеличить емкость этих штук, чтобы без сюрпризов. Так, Гарри ждет меня в зале. Так, зал находится за вентилятором. Надо как-то пролезть. Старый рюкзак. Я и забыл, что он тут. Надо как-то за ними следить.
Мне от него не уйти. Надо как-то его отвлечь, чтобы выбраться.